Олег, где? Гире пурне. Видите, знаете Чувашского, да? Вы молодец, героизм. Обрадовался, не знаю, чего. А мы знаем. А мы знаем по-русски. Если я понял, это Чувашская республика. Вы не родились, я тут живу. По-моему, кажется, Вы не знаете, стыдно. по-моему, кажется, человек, проживший всю жизнь среди чувашей, не знает чувашского языка, просто не уважает чувака. Да. 24-го еще один раз. Дайте нам по-нашему. Ой, по порядок. Şöyle Mikulay. Büyük yala, evet. Esmek Poksa şöyle gençin de şöyle. Пожалуйста, дайте. Bizim принимар за фасим. Давай bulamaz. İbrahim'in özünce kullanıcı. Bulamaz bir Пожар решение. Где привелся? Бега, куда депутат диземзем, курмашин согласен. Никогда такой не было. Валера, а вы на машине за гиземской была? Ну, вот когда Кирине дар, еще у меня прям Кирмара решение. Валера, а куда дерзакалага? Батя, Америка нагает, вот здесь принимает Клинтон. Всех, как хвалит Федорова. Твое дело сообщить, твое дело разобраться. Все по-нашему делает. 60 миллионов Жириновскому пристал, что против. А коммунист? Он прям Стыдный позор. Лучше так. Мы люди. Вот сюда, вот сюда. Вот правильно, вот давай. Пашкундала. Давайте в середине. Написать вот так. А вот интересно. Бара, нас еңбек пен думаны, нас бедейт болды. Құрдақ национализм, қалай күнде, қалай бұнда Начнешь, а сидишь, я кто раз пойдем берем. вообще политика. Нет, Узан Гази, не бьешься, конечно, президент. Не депутат, Бара акаллара келмеле бу шагында. Шарызын алып. Олег, если пошла, мана бар. Не ради? Так, бара милле. Так, акундала келе калды. Кундала келе. Чига бушлаппы. Я понял.
Владимир Александрович, так, Юлдашев. Bir gün asaman şop. Şop bir zaman. Önce bayan, Çavaş Nazi Kongres Prezidiumi, Çınzak alanın bir, Çavaş Respublikinci suverenitede hüdülegen komitet dergelene miting ujılını dizeye şutla bu. Bu mitingande bir iri gitne, ana birin sanksiyoneri tunu, birin payanki mitingrande utparden bir idu, payan patşalık anajın deputatı zem, Халықран вұрттын, кезінде өрат, Конституция проектіне мәжін дезе, нестада пизетлемейін, негамдана итлаши халық буламан, қажа журналда тухман, анжақта өзен паян ұран, ся Конституция проектіне ежі нашын шуғышпа күштарынны. Әндемен қаламалы, бірін Чываш халығы, пенде екшер бадырултымы шулда, қайын патшалықне жуатлық үшін, нумай әмір ғұши, кебір ғұд, негама пағынман Чываш патшалығы тұвас тезе, Әмітленіне, бұрынны. Шақ әмір бұшларыжын де, шерімі шулзенде, әрін түйіндеді ғыржыр, тұғырын бір әмір, тұғырын екеме шулзенде, ебен чылақта кәбір ғұд, тамырын патшалығын дегісіне турымыр демелі. Конституция ежіндімір, президент табирім бұр, патшалық суверенизен қалаған декларация ежіндімір, кәбір Конституция бұл бірін, малала адаланза пынын, удымын бұлмалатсе, шәл бөлінде, Шак Конституцияне ежінзан, бірінші ваш патшалығы пәдес, қорушықта педе бұзық, бұл Конституция тұрық, проект тұрық, бірін пулас, президент, патшалық чілгізіне пәлмезінде бұлдара демеш, озырын бұсіне құттемілі патшалыққа да бір-біріне бешедіраган, үнде органзен бұлмалы, инструментсен бұлмалы, Конституция суди бұлмалы, контрольба суйлав палаты бұлмалы, тада үтті ябалаза, гражданлық ішінде қалаған закон бұлмалы, суверенитеті мал адаландырмалы, Шак ябала переде шукка. Шан бада Чуваш Республики суверенитетіне күделеген комитет, шак Конституция проектіне письмен пожалуй за хақ парад, тадем депутатсене, шак Конституцияне ежін малла мардезе чынзе қалады. Керази? Керази. Халі сыма келет, Чуваш Наци Конгресін вице-президенте Владимир Александрович Иванов профессор. Хорошо. Он үшін Валентин Сергеевич Шурчанов. Тывансем, Чывашсем, бір юн, бір халық. Неменле тінжереде алы бірлік худ, ют шыржыва азынаган, ют шелгене азынаган, ют конституция азынаган шука. Пур конституцияде тінжере президент херек шулдан гына булма булдырат, пирин гына Чываша пырат. Отыр жолдақ, сидет. Немде білмелі мар, негамада ерце бімала мар. Тінжере пәдем демократиялы конституции герб ба, гимн ба, ялав ба бұшланат, візене шырзагдартны бе. Пирин пір сымақта жоқ, апла болсасын, баянки конституция шырзасын, ежынзасын пирин вал вешех пәдет. Шавынба да, президент пірчілге гына білмелі тені девал, пәдем бек Чываша хиреш. Кударан чен Чываш, мен шулза шинзе, шабышса юнне юқтарса тарлаза шлезе, шинзе илне, шав ябалазем бежек бітме бұлдарашы. Шавынбада баян пірле бұлза пәдем юхым. Ирін Чываш Наци Конгресі партизен юхымызен пірле бұлза, шағы конституция сивлезе, ежынма депутацияне ирік памаламар. Тавзире. Валентин Сергеевич Шурчанов, Тарашин. Спасибо, да. Хизеплендерсем. Курниде педебузык салам. Нет, я по-русски буду говорить. Раз вы там недовольны, давайте так договоримся. Во-первых, тишину установите, пожалуйста. Тихо. Тихо. Госсовет первого созыва, здесь вот депутат Тимофеев тоже присутствует. Когда Конституционная комиссия внесла в проект Конституции, мы сразу поняли, что там все демократические принципы, по сути дела, не раскрыты. Более того, вот этот проект, он намного ухудшает даже недемократический проект Конституции Российской Федерации, который был принят в 1993 году. Это самый, по сути дела, был худший вариант Конституции Российской Федерации 1993 года, который, кстати,
Чувашской республики мы не приняли. То есть практически Конституция России у нас тогда не проходила. Мы 4 года пытались поменять, улучшить. Был разработан проект и внесен Чувашским национальным конгрессом. Потом коммунисты республики разработали свой проект, внесли. Но Конституционная комиссия, члены, большинство которых члены составляют сторонники президента, они, по сути дела, не стали рассматривать проекты ни коммунистов, ни вариант Чувашского национального конгресса. После этого оставался единственный вариант – тормозить принятие Конституции. И пока я был председателем Госсовета, я, насколько мог, это, в общем-то, сделал, надеясь на то, что время, прежде всего, поправит положение, что выборы в Госсовет второго созыва создадут возможность принятия работы над действительным демократическим проектом. Но у нас, как видите, не получилось. Коммунистов, их сторонников сегодня где-то 22 человека из 87. Это меньше, чем 1/3. И сегодня проект Конституции, они же все голоса умеют считать, они посчитали, что сегодня вариант, самый плохой вариант Конституции может пройти, и совершенно неожиданно, ни с кем не посоветовавшись, не проинформировав общественность, внесли повестку дня. Я вот с Москвы возвращался где-то 13 или 14 июня, вдруг узнал, что на 21-е председатель Госсовета Кураков подписал открытие сессии по вопросу о принятии Конституции. Для нас это было неожиданно. Неожиданно и плюс нарушение существующего регламента. То есть сегодняшняя сессия, она созвана и будет проходить с нарушением регламента, потому что положение регламента там жестко, четко записано, что сначала проект закона должен поступить в Государственный совет от Головного комитета, только потом его можно будет рассматривать. А у нас пошло наоборот с хвоста. Сначала объявили сессию, после этого начали, в общем-то, срочно собирать комитеты, начали нажимать, чтобы эта Конституция была бы принята. Что нас сегодня не устраивает? Я вам скажу, была даже попытка, и коммунисты, и их сторонники, и представители Чувашского национального конгресса защищали. Даже вот официальное название нашей республики, Чувашская республика, Чувашской республики, в проекте Конституционного комитета и затем уже согласительных процедурах осталось только как Чувашская республика. Нам стоило больших усилий сохранить нынешнее название Чувашской республики, как это записано даже в Конституции Российской Федерации. Но если дальше идти по тексту Конституции, тем больше дров. Прежде всего, языками там сейчас решили, значит, записали, хотя, наверное, будут голосовать и представлять. Наши, конечно, сторонники, они за то, чтобы знания государственных языков обязательно у президента были. Раз. С другой стороны, президент, давайте возьмем, неограниченные полномочия. И даже по сравнению с ныне действующей Конституцией Чувашской Республики полномочия еще больше усиливаются. Он вообще выходит из системы власти, из системы разделения властей. Сегодня по проекту Конституции наш президент, если Конституция будет принята, он и не законодательная власть, он и не исполнительная власть, он и не судебная власть. Он просто остается главой государства гарантом. Ну что такое гарант? Вы прекрасно понимаете, что это человек, который стоит вне власти. Потому что если мы куда-нибудь в банк идем, допустим, принимать кредиты, то нам банки говорят: найди гаранта, пожалуйста. Совершенно посторонние организации, которые делами не занимаются. Поэтому понимание и внесение в проект Конституции положения о том, что президент является только гарантом Конституции, а не исполнителем и, по сути дела, как бы говоря, защитником Конституции, это совершенно меняет дело. Далее. Госсовет не будет устраивать исполнительную власть или президента. По 3 мотивам проекта сегодня Госсовет может быть распущен. 3 раза кандидатуру председателя Кабинета министров Госсовет не утвердит, можно будет Госсовет распустить. Так, бюджет не утвердит, можно Госсовет распустить. Калмыки, например, Илюмжинов додумался до того, что если 3 раза их законодательное собрание не проголосует за проект Конституции, который внесен, то ничего, так сказать, там хорошего не получится. А с другой стороны, как отрешить президента от должности? Отрешить, оказывается, никак нельзя, потому что сказано, что Госсовет может отрешить президента от власти только в случае совершения им, заметьте,
умышленного уголовного преступления, подтвержденного приговором суда. Вот попробуйте, так сказать, какой-нибудь московский, ленинский, янтиковский районный суд президента будет судить, уголовное, так сказать, решение примет, после этого только Госсовет может рассматривать. Таким образом, полномочия президента и исполнительной власти усиливаются, законодательной власти, наоборот, уменьшается, Госсовет становится, так сказать, не полноправным, представительным, выразительным, как говорится, народа органом, а просто приспособлением, если хотите, понимаете, ширмой демократического института при президенте. Контроль за кабинетом министров практически там невозможно. Все предложения, которые были, так сказать, внесены, тоже невозможно. Но самое главное, сегодня как получается, в субъектах Российской Федерации президенты, практически за исключением там 2, 3, 4 республик и областей, могут работать только 2 срока, но не более. У нас в ныне действующей Конституции такое положение существует. Так вот, устроители принятия Конституции сегодня предлагают: давайте срок пребывания президента у должности полностью исключим, то есть он может 3 раза избираться, 4 раза избираться, 5 раз избираться, в общем-то, практически может бесконечное число раз. А вы знаете, раньше вон генеральные секретари, как вы все критиковали, тоже, так сказать, пожизненно, их пока не уносили, как говорится, служили. От этого в стране нисколько не было легче. Я думаю, и сегодня в Чувашской Республике легче от этого не будет. Можно было бы говорить о многих других вещах. Я, наверное, на этом, как говорится, свое выступление завершу, но хотел бы вам сказать. Сегодня хотят принять Конституцию сразу в первом чтении, во втором чтении, а потом уже поднять вот флаг. Вот видите, флагшток уже приготовлен. Мы сегодня будем работать, действовать и призывать, чтобы Конституцию ни в первом чтении, ни в окончательном чтении не принимали. Мы будем голосовать против данного представленного, вынесенного на обсуждение Госсовета проекта, потому что этот проект антинародный. Более того, в экономическом содержании своем этот проект Конституции продолжает либеральные реформы, которые уже Российской Федерации в условиях Чувашской Республики провалились. Если говорить о социально-экономических правах, там нет положения о бесплатном жилье для народа. Там нет бесплатного, по сути дела, здравоохранения гарантированного. Там нет бесплатного образования. Бесплатным обязательным образование будет считаться только по 9 лет включительно. Все остальное может быть платным. Даже в сегодняшней нашей Конституции есть всеобщее среднее образование, а там будет, собственно, положение Конституции только 9 лет. В 10-м можешь учиться, не учиться, ходишь, не ходишь, никого же, собственно, интересовать не будет. Там нет обеспеченной системы по старости, потому что пенсионный фонд сегодня, как вы понимаете, не успевает вас обслуживать, а в то же самое время государство уходит от защиты всех социально-экономических прав. А самое главное, государство не управляет ни экономикой, ни народным хозяйством в целом. В конечном итоге получается полный абсурд и полная безвластие, анархия при одном собственном монархе в республике. Поэтому мы голосовать не будем. Надо вместе быть, выступать и держаться. Пикет организуйте и стойте до тех пор, пока, так сказать, не будут принимать. Сегодня, завтра, все последующие дни. Никаких других вопросов нет. Вот. Спасибо вам. А что у депутатов нет внуков? Наверное, а мы сегодня, знаете, я не знаю, почему не выходите. Я за свою фракцию отвечаю, за коммунистов, их сторонников. Внуки у нас у всех есть, но вся беда сегодня заключается в том, что многие буквально за некоторые свои преимущества, буквально за 10 рублей готовы кого угодно сдать, продать, не думая ни о своих детях, ни о своих внуках. Сколько раз на выборы шли, наши кандидатуры не были поддержаны в связи с тем, что было досрочное голосование, что там предлагали деньги. Поэтому мы вот сегодня хотим хоть 10 рублей получить, но зато, так сказать, о будущем не думать. Так, в общем-то, нельзя, и нам самим нужно тут тоже воспитываться. Спасибо. Молодежный парламент почему не организовал сюда протест молодежи? Для них же Конституции в основном принимают. Значит, молодежный парламент – это приложение Государственному Совету, поэтому сегодня молодежный парламент поддерживает официальную позицию руководства Госсовета, официальное руководство Госсовета и президент. Сегодня хотят принять эту Конституцию, и, соответственно, молодежный парламент сюда выходить он не будет. Они стоят и боятся все. Они сегодня там, а завтра не. Спасибо. Так, для сведения, спасибо. Так, Союз чувашской молодежи СУВАР, молодежный парламент не вошел.
и является организатором этого митинга. Так, из Москвы Виталий Дмитриевич Жучков просит слово. Потом резолюцию, да. Я не дешевле дезен дюрать. Эбе шубаш хана поисран сразу кунда келдим. Алы бин чваш пилне ман списекра, алы бин жинытла чваш. Шазен шугышне палардашыне. Урде эдер тукса каланы шугышсене камаларзене урнеде шана ширпен сире ну сирен майла пурде, сирен шугурзен кунда палартыр, шавын майла пурде, сире хюделесе, сирен жен яланах тырышма хадер дезе калашын епшана. Ну майкалар. Сейчас переведем. Резюме так. Чуваши, проживающие в Москве, их более 50 тысяч, они целиком и полностью поддерживают все то, что здесь изложено на этих самых лозунгах и высказываниях, целиком полностью разделяют ваши мнения. Так что они готовы стать горой за вас. Вот я буду так говорить. Они все знают, что опыт ближайших республик, союзных бывших республик есть. Там глубоко и всесторонне записано в Конституции. А у нас выходит, что ущемляет ваши интересы. Давайте тогда до конца бороться и добиваться своих целей в этом плане. Вот я, наверное, в общих чертах. Благодарю вас. Юлдашсем, значит, просьба вот Пужарзабара Камаланмас, Чувашла. Но будем на двух языках, на чувашском, на русском, по просьбе вот некоторых у нас участвующих. Халинге бирень, вуны зегетре, пирень, пачалах канажа пушланет, шамба де биргаль, пачалах канажа депутатизм батне, Кураков лепатет. Хай, лепатет, Кураков таргашын. Башмаламар, халиге жүргенли бол. Таргашын, лепатемоны. Башмаламар. Салам лепатемоны. Қаларға бұрыста шардан бұрысты. Бұрыста қалар. Лепатемоны, біріксі мақалатра. Раскалы келема. Сирин яды арыслан денек жатыр. Здравствуйте, дорогие наши избиратели. Дайте говорить, Господи. Дайте, пожалуйста, высказать несколько слов. Не перебивайте, не перебивайте. Чарга. Первое, спасибо, что вы пришли. Высказывайте свое мнение, свою позицию. Второе, я специально вышел к вам для того, чтобы прочитать ваши лозунги, которые выражают ваше чаяние народа, мысли народа. Конституция должна быть конституцией народной, отражающей духовное состояние народа. И поэтому, я думаю, сегодня произойдет принципиальное обсуждение проекта новой Конституции. И, конечно же, бесспорно, депутаты, ваши избранники, я думаю, они придерживаются позиции принятия самого демократичного подхода к принятию Конституции. Это очень важно. Моя принципиальная позиция как председателя заключается тоже в том, чтобы принять Конституцию, которая отвечает требованиям народа. И поэтому те предложения, которые были внесены, около 2000 предложений, они будут все учтены при обсуждении и принятии Конституции. Без этого принять Конституцию нельзя, невозможно. Это было бы преступно. Я в этой связи хотел бы сказать, чтобы ваши, конечно, депутаты, которых вы избрали, они занимали позицию, ту позицию, которую вы отражаете. К сожалению, не всегда это происходит. Я хотел бы, чтобы позиция была та позиция, которую они высказывали во время выборов. Что они обещали, они должны занимать такую позицию по всем направлениям деятельности.
И, конечно же, и другой конституции мы не хотим принять. Теперь хотел бы по-чувашски вам сказать. Куда чувашла лозунг семсирнезер. Лайх лозунг семсирна. А зеленый хири с ним николама мазюк. Мерне здесь конституции хала конституции был мазасен. Он мне конституции еженма кирлемар. Конституция был малавал ченчен би конституции халаган пурнышне. Урмах социала пурнышне дезинит тивистерген конституции. Азине бер шудайны мязесен конституции бире кирлемар. Ебе килишме булдарай масы. Хархи утра пурныш пиде надярыне бер лайык билеттер. Политика на уштармалла. Политика на уштармазан. Не кричите. Труд на образование, бесплатное и медицинское обслуживание. Так, Мударсиев, сессия бешланает. Халенде bir serida par sesi bitmezler. Kunda sağlamalan var diye. No, kamın kaymala ancak da pacıkına bitik diyorlar. Şagınbek keskegine депутатсан батне чензелзе Şagınbek резолюцию ваза барашын. Чуваш республикин патчалық канашне, Чуваш республикин патчалық шайне чагар за хураган, конституцияне ежинмаза хварма чензе галатпыр. Терезе? Терез. Енженде Чуваш республикин патчалық канаже, шаг конституция ежинас пулзан, Чуваш республикин патчалық шайы чак нужен, тогда шавнамай республикири нации худшуны зем, шивишленнежен яваплық подимбек, республикан, сакун галараган, тогда эштоваган влажы зем шине тейнет. Шобах кебір темеже кундан уявлаган Чуваш патчалығын куню имен, Чуваш республикин патчалық канажы шабақта шак намысыр, эже тума хаяс пулзан, Чуваш халық не, Чуваш республикинде бұрнаган пұр қалығада, шак кунзене нации траурын, кунибек палыртма, шак ежынова пұр майзембеде хиришлеметін загалат бар. Терези? Терез. Вот Шагынбек. По-русски переведу. Значит, митинг осуждает принятие такого проекта Конституции. По каким мотивам? Сказали выступающие. Второй пункт. Мы заявляем о том, что если такая Конституция будет принята, весь позор навеки ляжет на законодательную и исполнительную власть Чувашской Республики. Третье. Если такая Конституция будет принята, мы объявляем эти праздничные дни днем траура чувашского народа, чувашского и всех народов, проживающих в Чувашской Республике. Вот таким образом. Это будет не праздник, это будет траур. Так и знаете. Вот. А? Человек халм было забавно? Все. Так, пока будет митинг, все. Чумбай Берка Кирашин. Сейчас у нас от имени комиссии, значит, на работе сессии Государственного Совета будут присутствовать, значит, Кузангай Этнер Петрович, Лукьянов Николай Егорович, Архипов Геннадий Николаевич, президент Конгресса, ну, я, как лидер Союза чувашской молодежи, кого забыл? Каткин, Сироткин. Вот. То есть мы приглашение получили. Сейчас поэтому, наверное, мы зайдем. А Виталий Петрович, наверное, молодец собран. Там, туда. Илья Иванов. Молоками покормить, а с кем?